Так. Ну, в общем, северная природа, как вы знаете, очень непредсказуема. С утра был ветер южный. Мы, значит, попробовали с Дмитриевичем там посидеть, поудить. Ничего нету на глубине. 8 метров, 8,5 метров. На 4 метрах, правда, у меня что-то дернуло, но там все сорвалось. Изготовили вот такую свечу. Не знаю, финская она или какая там, или римская. Вот. В печке духота вообще. Пытался там сварить. Сейчас вот вышел. Там нужно, чтобы закипело у нас. И покажу немножко. Вот это то, что я о чем говорил. Все тает вот. Тут под полами уже как бы вода появилась. Вот она соединяется уже с этими лунками-то. Ну вот. Сейчас я... Дело-то не в этом. Сейчас я отсюда чубачков маленько взял. Будем жарить, в общем, чубачков, ребята. Жареных чубаков будем делать. Сейчас я всех соберу крупных. Крупничка пожарим. Потом крупных окушков на филейки, наверное, пущу, чтобы тоже пожарить. Попозже, по утра. Это не очень много. Тут мы сейчас освободим вот этот. Все равно тут ничего не ловится. Она у меня уже 3-й сутки стоит. Жерлица это, так сказать. И сейчас тут можно и рыбу помыть, и почистить, как говорится. Вот. Ну что, сейчас тепло на улице вообще, благодать. Ждем прилета уже, скорее бы к нам прилетели уже с теплых стран наши птицы. Ребят, нет, надо маленько его разморозить, потому что что-то она не счищается, не особо. Подсохло на солнце, конечно, немножечко. Ну что, сегодня день вообще шикарный. Рыбалка, теплынь. В общем, балдеем мы тут с Дмитриевичем. Вот. Ой, какая красота. Отдых, отдых, реально отдых. Самый натуральный отдых, ребят. Никакие Гавайи, никакие Таиланды нам не надо. Ну и что мы их не видели? Мы ничего не теряем. Жили же как-то предки. Ничего не видели, да и ладно. И жили себе. Они нас не видят, мы их не видим. Ха-ха. Ну, тут у нас сейчас вся рыба пошла икрянистая. Голову отрезаем. Кишкотару все выбрасываем. С икрой даже вон. Малюха. Надо, чтобы костей поменьше было. Такие небольшие надрезы сделаю просто. Костлявая рыба. Поэтому пока Дмитрич там снег чистит, мы сейчас тут рыбки приготовим, пожарим.
Ну чё, как ты, Дмитрич? Соскучился, нет, по чебакам-то своим? Чебаков тебе решил пожарить? Ты же вроде говорил, что-то там соскучился. Хе-хе-хе. Свеча загорается, нет? Разгорается? А? Эй, елка. Разжечь надо, разжечь как-то. Давай, давай, Дмитрич, не подкачай. Так, хотели были приготовить на улице, ничего не получилось. Просто моментом резко напал, сильный северный ветер. Нам ничего не остается, кроме как готовить палатки. Растопили печь. Кочегарили. Вообще жара, короче, невыносимая. Куда деваться-то? Придется сидеть. Сейчас вот пытаемся, будем двойную уху готовить. Это двойную, то бишь там будет этот присутствовать. Сейчас посолим, чтобы быстрее закипело. Че, есть кто-нибудь, нет? Двойную порцию окуня будем делать на одном бульоне. 2 раза проварим. Первый раз проварим, мясо скинем, потом второй раз проварим вторую партию на том же бульоне и мясо тоже туда скинем. Будет круто, увидите. Так, друзья, пока нету клёва, мы тут готовим уху по рецепту Дмитрича, по старинному рецепту. Вот. Как мы ее готовим? Вот взяли таких средних окушков, дождались, пока закипит вода. То есть я налил воды, положил окушков, пока вода холодная была, долил воды, посмотрел, чтобы они покрывали, чтобы вода не переливалась. Потом вытащил окушков, дождался, пока закипит вода, посолил. Как только вода закипела, я положил окушков. Получается, вода вот у нас вровень, не выливается. Вода закипела, минут, ну, может, 5 покипела. Мы вытащили окушков и вот счистили с них кожуру. Она как бы легко счищается, вот посмотрите, свободно. Да, сваренный карася и окуня. И забираем мясо чисто, вот. Забираем все мясо. Дмитрич кости перебирает, сидит. Но я особо не парюсь, так кидаю. Потом все равно кости же не будем есть. Вот. И как бы на этом все должно было окончиться, ограничиться. Но мы пошли с Дмитричем дальше. Мы решили сделать двойную уху. Вот на вскипевшей ухе я еще бросил партию окуней. Я погрузил еще 6 окуней в ту уху, которая, тот навар, который дали вот эти окуни. В общем, кому непонятно, вот объясняют таким простым методом. И когда эти окуни закипят, мы их просто вытащим, положим на стол, ну, чтобы так можно было самому есть. Чистить уже, конечно, не будем их.
Или будем, Дмитрич? Ну, можно и почистить, говорит. Вот. Но делать нечего. Почистим тогда вторую партию окуней тоже. Закинем все туда. Кинем зеленый лучок. Лаврушку кинем. Ну и все, в принципе, уха будет готова. Потом результат покажу. И еще там у меня для жарехи приготовлено было. Но жарить, походу, мы не будем уже ничего. Страшный ветер поднялся. В палатке не хочется жарить. Тут будет столько дыма. Вот. Но как только ветер стихнет, мы пожарим. В такой ветер приехали опять новые рыбаки. Вон там они вон что-то делают, вон пытаются, ага, пытаются он загородиться буранами там, санями и так далее. Ну ладненько, давайте продолжим мы. Так, вот получилась вот такая вот уха. Это добавили солей, муку. Есть у меня видео по изготовлению солея. Есть, ага. Это Петр готовил солей из муки. Осенью как-то в лесу. В общем, есть такое видео, как делают солей для любого блюда. Вот. Да, для любого. Прям берут бульон и на родном бульоне, получается, делают солей. Можете посмотреть, кому интересно. И вот мы залили солей. Но мы чуть побольше сделали, да, солей? Погуще. Погуще сделали. И вот у нас получилась вот такая вот уха. Я туда кинул зеленый лук и 2 вот этих лавровых листа. Все. Вот такая вот уха получилась. Она наваристая. И как бы это густоватая такая прямо. Внучка. Вот. И обязательно вот крышка должна быть вот такая. Шучу. Да. Вот, угощайтесь им. Там баранган видео, там бар. Угощайтесь тиквен, да? А так угощайтесь. Прикол, короче, да? Подколка. Подколка. Небольшая. Опа. Ну как, Дмитриевич, получилось? Не получилось? Говори. Очень вкусно, говорит. Как в лучших ресторанах мира. Да? Лучше? Еще лучше. Еще лучше, говорит. Ясно. Сейчас мы попробуем, заценим. Вот такая вот уха питательная. А густая вот. Смотрите. Нет, такой В лесу, говорит, постоянно, говорит, густую пьют. А дома жидкую. Так что не переборщите с солеем. А уха двойная вообще во тема. Забыл сказать, самое главное, окуней потрошить не надо.
Так, вечерний клев начинается, ребята. А выгодно. Медведча была поклевочка какая-то непонятная. Чему будут они? Косичка на рахабами. На 3 метрах. Поэтому мы тоже решили. Что это? Самолет. Повториться за ним и поднять на 3 метра. Так, дорогие друзья, вечер 3-го дня. И сегодня вечером произошло чудо. На 3-й день сработала моя жерлица. Я не знаю, холостая эта сработка или же кто-то попался. Но на 3-й день на закате солнца сработала жерлица. Вот, она вытянула жерлицу, всю утянули. Ага, есть кто-то идет. Иди сюда, сюда иди. О, не хочет. Заходи, давай. Во. На 3-й день я взял его. 3-й день. 3 дня он меня мурыжил, а? Я тебя долго ждал. Долго я тебя ждал. Хороший взял. Ну, очень хороший. За 3 дня ожидания тут любому будешь рад. Просто любой. Даже лес сохранился. Вот оно. Ставим его обратно. Заряжаем жерлицу. Чудо есть, друзья. Чудо есть. И оно случилось сегодня, на 3-й день. Со мной. Так что так вот. Я уж стал и забывать, что у меня тут жерлица стоит. И что это моя жерлица. Ну вот, сегодня она сработала. Чему я очень рад безмерно. Вот. Поэтому никогда не отчаивайтесь. Всегда верьте в лучшее. Я верил, что она когда-нибудь сработает. И эта вера помогла мне поймать вот эту щуку. Так что вот так, друзья. Ставьте лайки. За терпение. 3 дня. Сейчас я ее зарядил. Еще на 3 дня. Посмотрим. Ну что, Дмитрич, как у тебя тут обстоят дела? Глухо, как в танке. Сидим и дым пускай. А делать нечего. Из ушей, да? Дым из ушей — это сильно. Сильно.
Дмитрий чай пьет и курит, больше ничего не делает. Только сидит, чай пьет, курит и все. Весь день сегодня. А что еще делать-то? Ну, ничего же не клюет. Не клевает. По идее, можно было пойти окуней опять дубасить. У нас вот там гора уже лежит, не знаю. И варим, и уху варим, и кушаем. Вот селей стоит целый. Сейчас будем селей кушать, кстати. Ты хочешь, нет? Какая курточка? Не знаю. Видите, что у тебя там упало. Но мы будем уху ушиться. Вот я люблю. Причем она уже жесткая стала. Тимительный ветерка. Это один. Все. Эти колбасе из-за мороза. Думать перестали. Итак, начинают подходить чебачки. Потихонечку. Ждем, пока у нас чебачки начнут клевать. Так сказать, мечтаем, чтобы у нас Клевала. начали ловиться чебаки. Да. Мечта не билет на ехать. Но мы все мечтаем. Это плохой знак. Ладно. Иди сюда. Иди сюда. Бездельники в Да, лучше ведерко, наверное. О! Вот это чебак. Хороший чебак. Гавряный спинный. Гавряный. Гавряныч, это грибатым. Мелочь, но приятно. Завтра на жерлицу. Прям одну.
получить класть. Есть. У нас тоже взял. Дмитрий с утра сигов ловит. Сидит тихонько. Ему тоже не промах. Сразу проснулись. Как только чухнули, что тут дело неладное. Благо он не один. Еще там есть, наверное. Стоять! Стоять боятся! Ну вот так утро начинается примерно. Каждый день все раньше и раньше. Сегодня у нас началось у Дмитрича до 5. Без 25 у меня. В 5:20. Есть, Дмитрий взял, красава. Давай. Не упусти. Отпусти. Ну, это такая стояла. Ты чё, большой сик же это? Я не так опустила. Гатарнага үйінересті. А костюм етеді? О, куда-то барин костюм. Ордона віта болта буын мармышкавын лыты. Это оқын приснавын лытывы. Қайты, Дмитрий? Қасқаварды. Ничего, расхвостный материал. Жалко, конечно, такую рыбу пускать. Да. Ну, ничего не поделаешь. Где-нибудь сплюнет. Да поделать-то можно было. Надо было чуть-чуть леску припустить. Чуть-чуть. Да сейчас уже поздно. Ничего. О, арабада бисайде. Манника. Это выходной лата. О, с утра поперло. Неплохо. Давай, Дмитрий, успевай, давай. Пока ты делаешь, не дубасим. Вот что значит, кто рано встает, тому Бог подает. Да? Вот Дмитрий рано встал, и ему... И ушла. Нет, ну ты же взял одного? Одного взял. Так, А я поздно встал. и сразу два взял. Нет, надо глаза вытечь. Давай, красава, давай. Маленький, тоже приятно. Не говори. Кальмар думал быть тихо. Ну, на дне раздел. Это у тебя на дне, да? О, тоже ходит. Ну все, тогда наша версия подтверждается полностью. Ой. Об утренних рейдах. Еще и парных. Караи такого на безусок. Клюй, говорят, клюй. О, ёлка! Клюнула. Да я не это. Плохо клюнула. Кулюй. Варьями истия. Угу. Клюй давай. Кулюй давай. Кулюй давай. Клюй давай. Клюй где-то она вибрация, ну, она леска, она. Ладно. Кулюй давай. Кулюй.